В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Дальневосточный полпред оценил работу резидентов Торкангаласы. Юрий Трутнев продолжает свой визит в Якутске. Проезд до сих пор запрещен. Сотрудники ГИМС проводят рейды на несанкционированных ледовых переправах. Из Казани в Мирный авиаторы получили новый вертолет Ми-8. Война бизнеса и рекоператора в Алдане. Почему первые скидывают мусор в жилой сектор и как последние борются с этим? Якутия-24 теперь будет доступен и в цифровом вещании. Передачи телеканала с завтрашнего дня в эфирах канала ОТР. Битва в стиле Аланхо. В Якутске прошел 4-й экспериментальный конкурс. Юрий Трутнев поддержал руководство республики в развитии территорий опережающего развития. Речь в первую очередь идет о Торкангаласе. Сегодня в Якутске вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке провел ряд выездных совещаний. Все детали у нашего корреспондента Ульяны Шагиной. Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поддержал предложение властей Якутии расширить режим территории опережающего развития индустриальный парк Ангаласы на проект модернизации Житайской судоверфи, которая должна будет обеспечить судами арктические реки региона, а также грузового терминала в Нижнем Бестяхе и круглогодичного детского лагеря «Полярная звезда». Мы тоже это предложение будем поддерживать. Также Александр Сергеевич предложил переименовать ТОР. Он говорит, что он у нас такой получается всепрофильный, поэтому он уже вышел за пределы Кангаласов. Предлагаем его назвать Якутия. Но это их должно быть решение. Если они считают, что это целесообразно, конечно, мы согласимся. ТОР Кангаласы сегодня включает в себя небольшие объекты и постепенно расширяется. В настоящий момент в ТОР Кангаласы инвесторами заключено 17 соглашений. Общий объем инвестиций по которым превышает 2,8 миллиардов рублей. Это все требует определенных решений на уровне правительства Российской Федерации. Мы предложение Юрий Петрович сегодня озвучили, внесли свои аргументы. И мы надеемся, что такое решение будет принято. И ТОР Кангаласы, а мы его на самом деле предлагаем уже переименовать в ТОР Якутия, уже будет пространственно затрагивать уже территории нескольких муниципальных образований нашей республики. Расширение границ ТОРа не только потребует новые рабочие места. Здесь появится сразу несколько новых производств. Это изготовление котлов длительного горения, стеклопакетов, керамических строительных блоков. Новые строительные материалы могут широко использоваться и для улучшения общего облика не только столицы региона, но и сельских поселений. Это большой федеральный конкурс, который проводит Минстрой Российской Федерации, проводит его уже 3-й год подряд. И очень приятно видеть, что в этом году планируется все больше проектов и все больше заявок от Республики Саха. Те проекты, которые мы видели в прошлом году, вызвали у нас очень позитивное впечатление. Это были довольно детально проработанные, хорошие проекты, интересные. Также вице-премьеру в рамках Дальневосточного форума «Умный город. Комфортная среда для жизни», который он посетил сегодня, свои проекты представил и IT-парк Якутии. Резиденты парка рассказали гостям о своих проектах, а также о том, как технологии уже сейчас влияют на качество жизни якутян. Юрию Петровичу показали виртуальную и дополненную реальность на основе разработанной библиотеки и на основе реального объекта, которого мы спроектировали для определенных заказчиков. Дополненная реальность – это на основе BIM-модели, куда можно будет погрузиться. То есть с телефона мы представляем определенную модель, которая отображается у нас на любом пространстве. Говоря об умных технологиях, вице-премьер отметил, что, к примеру, систему распознавания объектов нужно развить до уровня идентификации личности. Это решит много проблем в области безопасности. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутск. Посетил Юрий Трутнев сегодня и тепличный комплекс «Саюри» с вводом 3-й очереди проекта. Здесь могут производить почти 2 тонны зелени и овощей в год. На сегодняшний день уже построены дополнительные 4 теплицы, обтянуты пленкой, а также на днях будет произведен запуск тепла в новые объекты. Как рассказали гостям сотрудники теплицы, здесь используется уникальная трехслойная пленка, светопропускаемость которой равна 94%, что выше, чем у стекла. Быть же, наверное, все-таки весной мы уже их запустим как под посадки. Потому что еще
работ там предстоит немало, нужно оборудование, все завести, поставить. Ну и что там будем сажать, наверное, решим уже по итогу этого года, какие результаты будут у нас с огурцами, с помидорами, что выгоднее. То есть сейчас мы нацелены на коммерческое, так сказать, земледелие, потому что надо садить то, что будут покупать, и то, что будет оправдывать эти немалые расходы, которые понесены на строительство столь гигантского. Для республики, может, это не такие большие масштабы для Краснодара или каких-то южных регионов, но для нас это действительно проект очень такой весомый. Нюрнбергский район сегодня посетила депутат Государственной Думы Галина Данчикова. Депутат посетила социальные объекты для детей с инвалидностью. Это республиканский дом-интернат и реабилитационные центры. Также Галина Данчикова побывала в детском отделении Нюрнбергской ЦРБ, где в данный момент осуществляется капитальный ремонт за счет федеральных средств. Обсуждали детали реконструкции. Далее депутат посетила офис управляющей компании «Колмар», где прошла встреча с резидентами ТОР Южная Якутия, которые заранее направили вопросы. Большая часть из них была связана с совершенствованием федерального законодательства. Мы достаточно плотно сегодня обсудили эти все вопросы. И, конечно же, в рамках уже работы и поступления материалов я совместно с руководством буду обсуждать. И мы, возможно, найдем решение, особенно связанное с выполнением условий вхождения резидентов в территорию опережающего развития Южной Якутии. Переправа Хатас-Павловск пока остается закрытой. Как нашему телеканалу прокомментировали в Минтрансе республики, в настоящее время на участке, где ранее под лед провалился грузовик, ведутся работы. Точных сроков открытия переправы пока нет. Ранее мы передавали, что два человека погибли при провале грузового автомобиля. Предварительной причиной случившегося стало превышение допустимой разрешаемой массы автомобиля. Вес грузовика превышал 5 тонн при допустимых 3 тоннах. Рейды на реке проходят и в Хангаласском Улусье, где также пока нет официальных ледовых переправ. Открытие ледовой переправы Покровский-Ардем для автомобилей весом не более 3 тонн планируется на следующей неделе. В 10 числах декабря начнет работу переправа Максагалов-Качекаце с грузоподъемностью до 10 тонн. Чуть позже, во второй половине декабря, откроются переправы Покровск-Титябя и Булгунихтат-Таюнары. А уже к весне запустят движение автотранспорта по 2 ледовым переправам туристического направления. Это Батамая-Лабыдья и Булгунихтат-Усть-Ботума. Составлено уже 6 административных материалов, еще 9 уже идут в рассмотрении. То есть уже протокола уже выписаны, и люди уже оштрафованы. То есть штраф по статье 9.10 КоАП РСЯ от 3 до 5 тысяч. По сравнению с прошлым годом, да, сроки открытия переправ, они как-то сдвинулись вообще, и что повлияло на это? Сроки у нас ежегодно плавают. То есть в прошлом году 5 декабря мы открыли на 3 тонны переправу. В этом году попозже, наверное. Ну вот 3-го хотят, но посмотрим. Вот погода опять там коррективы вносит. Все по погодным условиям будем смотреть. А в следующем году Минтранс планирует обеспечить ежедневные перевозки пассажиров на речном транспорте по труднодоступным маршрутам. Об этом заявили на заседании коллегии ведомства. Как сообщила заместитель министра, несмотря на сложности в Ленском бассейне, связанные с обмелением рек Лена и Яна, удалось доставить более 1 миллиона тонн грузов. При этом объемы, завозимые через Северный морской путь, снизились по сравнению с навигацией прошлого года. Причина – это перевозка наземным способом через Нижний Бестях. В этом году на социально значимые грузы была выделена субсидия в размере порядка 70 миллионов рублей. На следующий год при корректировке бюджета республики планируют увеличить сумму финансирования перевозок. У нас уже 85 миллионов предусмотрено, в том числе, которые будут на 13-12 линий маршрутов обеспечены в следующем году. В зависимости от ввода дополнительного тоннажа судов, спланированы мероприятия по ремонту судов. Навигацию работало порядка 3000 работников. Было привлечено 700 единиц судов, в том числе где-то порядка 20 судов это пассажирского флота. В целом поставлена задача по завозу грузов. У нас республика выполнена в полном объеме. В Мирнинский район из Казани прилетел новый вертолет Ми-8 МТВ-1. Чем отличается новый авиаборд от старых и почему в Якутии выбирают российского производителя и какие планы у руководства авиакомпании «Алроса» на ближайшее будущее, расскажет Анна Брянская.
На Мирнинскую авиаплощадку совершает посадку вертолет Ми-8 МТВ-1. Это первый новый вертолет, купленный авиакомпанией «Алроса» за последние 10 лет. Авиатехник делает сигналы руками, правильно припарковывая новый авиаборд. Путь был длинный, Казань мирный, поэтому после посадки сотрудник сразу приступил к осмотру и тут же отметил плюсы. Обслуживание чем отличается от старых Ми-8? От старых Ми-8 обслуживание все то же самое. Только здесь уже другие двигателя более мощные, другая техника, другие составляющие агрегаты и более комфортабельное, так сказать, обслуживание получается и эксплуатация машины. В первый полет вертолет уже совершил свое первое производственное задание, перевез технический груз и запасные части. Отличный вертолет, неплохо сделали. Приняли вот в Казани новый вертолет. Ну, еще второй должны, за вторым ехать еще. Ми-8 давно зарекомендовал себя на российском рынке как надежный и практичный авиатранспорт. У него мощный двигатель, он может взлетать и садиться на высотах 4000 метров и летать на высоте 6000 метров. Возросла скороподъемность, он современно оборудован. Есть метеорадиолокационные станции и станция дальней навигации. Более 40 лет уже эксплуатация воздушных судов, вертолетов марки Ми. Ну, нет ничего. Поэтому искать добра, на сегодняшний день, наверное, это неправильно. Это лучшие вертолеты на сегодняшний день для работы с теми задачами, которые ставятся перед нами. В планах авиакомпании заменить как можно больше технических авиасудов. В приоритете безопасность и комфортабельность. Анна Брянская, Антон Каханский, телеканал «Алмазный край». Но сейчас небольшой блок рекламы и смотрите далее на телеканале «Якутия-24». Война бизнеса и рекоператора в Алдане. Почему первые скидывают мусор в жилой сектор и как последние борются с этим. «Якутия-24» теперь доступен и в цифровом вещании передачи телеканала с завтрашнего дня в эфирах телеканала УТР. Битва в стиле Аланхо. В Якутске прошел 4-й экспериментальный конкурс. В эфире «Якутия-24» мы продолжаем наш выпуск. Работа по строительству жилья в арктической зоне начнется уже в следующем году. Об этом заявил министр строительства Якутии Павел Аргунов. По его словам, в ближайшие 5 лет предстоит расселить свыше 1 миллиона квадратных метров аварийного жилья. Это самый большой показатель в стране. Также ранее проект масштабного расселения комментировал и глава региона Айсен Николаев. По его словам, для этого необходимо затратить порядка 93 миллиардов рублей. И застройка севера Якутии станет первым подобным проектом за последние 30 лет. Министерство природы России подготовило новые требования к порядку обращения с отходами. Информация о любых перемещениях мусора из одного региона России в другой впервые станет официальной и публичной. Региональным операторам и мусоровывозящим компаниям запретят отклоняться от утвержденных маршрутов. Отмечу, что каждый регион руководствуется своей территориальной схемой. Этот документ учитывает имеющиеся в субъекте мусорные мощности, потоки отходов, а также планируемую к размещению в будущем инфраструктуру. Именно на этих документах и будет базироваться федеральная схема. И российский экологический оператор должен разработать до 31 марта следующего года. Но совсем немногие действуют по закону. Вот и предприниматели Алдана не спешат заключать договоры на вывоз ТКО. Бизнесмены предпочитают бесплатно выбрасывать мусор в баки, закрепленные за жилым сектором. Как идет борьба с нарушителями, узнавала Татьяна Вахнина. Отсутствие инфраструктуры, площадок накопления и утилизационных полигонов, а также нехватка мусорных баков в реализации закона обращения с твердыми коммунальными отходами объективных сложностей немало. Мы сегодня поставили задачу и надеюсь, что в бюджете 2020 года депутаты нам утвердят статью приобретения мусорных контейнеров для населения. Будут установлены там, где сегодня производятся платежи, все в полном объеме. Часть проблем, с коими сопряжена мусорная реформа, связана с отсутствием договоров между предпринимателями и оператором. Из почти 270 предприятий в список не заключивших контракты попали 133. Платежная дисциплина по-прежнему хромает, и сегодня долг перед уполномоченной компанией исчисляется миллионами. Но суммы, которые сегодня задолженность по мусору, страшно говорить, 20 миллионов рублей. Разделите на 20 тысяч населения города.
С 1 сентября региональный оператор передал полномочия на местный уровень. Проблема вывоза мусора находится на контроле главы района. Для устранения нарушений предпринимателям отпущен 15-дневный срок. И думаю, что надо принимать действенные меры на основании административного кодекса. Все полностью. Чем предприниматели мотивируют нежелание заключать договоры с местным оператором и будут ли устранять нарушения, в большинстве случаев эти вопросы остаются без ответа. В нашей сфере половина договоров не требуется, под предпринимательство я там много информации вам не дам. Сложности с вывозом мусора в Алдане имеют место, однако они носят локальный характер. Работа ведется. В точке, где намечаются коллапсы, подгоняется спецтехника. Между тем, полностью решить проблему можно только совместными усилиями. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Хирурги, оториноларингологи Республиканской больницы номер 2, возможно, уже со следующего года начнут проводить сложные уникальные операции путем применения современных технологий. Сегодня в Якутск приехали делиться своим опытом лучшие хирурги научно-клинического центра оториноларингологии из Москвы. Для своих коллег они провели мастер-класс по проведению одной из сложных операций по устранению недуга пациента. Провели эндоназальные операции. Подробности в материале Дмитрия Тымырова. Уникальность данной операции заключается в том, что здесь проводится в буквальном смысле ювелирная работа. Как отметили гости столицы, это одна из самых энергозатратных хирургических работ, которая требует мануальных навыков от врачей. Две операции в одной. Операция достаточно сложная и в плане техническом, и в плане послеоперационного ухода за больным. Операция занимает порядка 2,5-3 часов под наркозом. Такие операции делают пациентам, у которых после ряда травм появляется деформация носовых перегородок, которые в последующем мешают им дышать. Врачебным языком это называют перфорацией перегородки носа. Эта перфорация является спонтанной. То есть пациенты самостоятельно убирают корочки, проводят туалет полости носа, что приводит в дальнейшем к атрофическим процессам полости носа и развитию перфорации. То есть она появляется самостоятельно после постоянных травм. Сегодня в стране лечение данного недуга поставлено на поток. Лечением таких пациентов занимаются ведущие центры здравоохранения. Мы сделали уже более 100 таких операций и у себя, и по стране в целом. И те доктора, с которыми мы работаем, которых мы регулярно учим, им показываем, рассказываем про эту методику, они совершенно спокойно, самостоятельно, при наличии хороших эндоскопических навыков эндоскопической хирургии, уже начинают это делать. И вот благодаря проведению этого мастер-класса для наших докторов уже в ближайшем будущем такие операции будут доступны и у нас. А пока пациентов с таким диагнозом направляет федеральные центры. Это довольно очень тонкая операция, и она выполняется, скажем так, в специализированных центрах. И после проведения мастер-класса, надеюсь, эта операция войдет и в наш обиход. Сегодня отделение оториноларингологии Республиканской больницы номер 2 ежемесячно принимает более 300 пациентов. Через хирургические столы отделения проходят за сутки от 5 до 8 якутян. На своей практике они стараются применять современные технологии, чтобы каждый пациент получил качественную медицинскую помощь. Ежегодно в стенах Республиканской больницы проходят ряд мастер-классов и конференций, которые способствуют повышению навыков каждого персонала, что благотворно влияет на показатели одного из ведущих лечебных учреждений региона. И, возможно, уже со следующего года сложные, уникальные по своей значимости операции будут проводиться и у нас в республике. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. С начала следующего года вступает в силу приказ Минтруда России о новых критериях установления групп инвалидности. Документ содержит 2 приложения, где в первом документе отражены критерии для взрослого населения, а во втором, соответственно, детского. Ранее детей выделяли отдельно только в некоторых случаях заболеваний. Сейчас же расписана та патология, которая имеется у детей с учетом их возрастных особенностей, физиологического развития и критерий инвалидности. Могу на примере патологии зрения рассказать. Да? Если раньше критерии установления инвалидности были прописаны у нас единые как для взрослого, так и детского населения, то в настоящий момент мы знаем, что у детей формирование глаза происходит уже после рождения. Достигает остроту зрения единицы, он уже в более старшем возрасте. При рождении у него еще не сформирован полностью глаз, и функция зрения еще не как у взрослого человека.
И в новом нормативном документе прописано, что у детей до 4 лет мы оцениваем функцию зрения по наличию предметного зрения. То есть есть или нет его. С 4 лет мы уже оцениваем статус зрения как у взрослого населения с учетом допустимой единицы в норме. Якутия-24 теперь будет доступен и в цифровом вещании. Передачи нашего телеканала с завтрашнего дня будут транслироваться в врезках эфиров ОТР, общественного телевидения России. Региональные новости, репортажи и документальные фильмы будут выходить ежедневно с 6 до 9 утра и с 17 до 19 часов по местному времени на русском языке. Их можно будет смотреть на 9-й кнопке первого мультиплекса цифрового телевидения. В Якутске прошел 4-й экспериментальный конкурс «Битва в стиле Аланхо». В этом году в нем впервые приняли участие школьники. Для участия в конкурсе собрались 6 команд из разных улусов и столицы республики. Состязания прошли в 3 этапа. Домашнее задание, импровизация и музыкальный конкурс. В нем конкурсанты исполняли якутский эпос в разных музыкальных жанрах. По словам самих организаторов, их конкурс – это некая экспериментальная площадка. Она включает в себя элементы стендапа, КВН и рэп-баттлов, но с колоритом якутского фольклора. Путем игровой формы вовлечения детей и молодежи непосредственно в мир Аланхо. Таким образом, когда человек чувствует командную игру, он спокойно может влиться уже, и через игру он может быстрее гораздо дойти до самого Аланхо. Сначала они играют, потом они уже серьезно начинают читать, а потом уже начинают вообще и думать, и вообще размышлять по поводу Аланхо и так далее. Телеканал «Якутия-24» следит за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. И удачи вам! В эфире новости, и мы продолжаем наш выпуск. Купить жилье со скидкой в Якутске. 29 и 30 ноября группа компании «УТУ» проводит дни специальных возможностей. Возможности – это в первую очередь узнать подробнее о строящихся объектах компании. Главное – получить возможность сэкономить. Тему продолжит Сарглан Захарова. Строительство многоквартирного дома в исторической части Якутска идет полным ходом. Несмотря на холода, бригада продолжает работу. Объект должны сдать в 4-м квартале 2020 года. Тем временем жители республики уже могут приобрести квартиры в первой очереди жилищного комплекса «Гармония». А 29 и 30 ноября еще и со скидкой 250 тысяч рублей. Только 29 и 30 ноября у вас есть прекрасная возможность приобрести квартиру с невероятной скидкой в 250 тысяч рублей в нашем жилом комплексе «Гармония» первая очередь. Заключив с нами договор до 6 декабря, вы уже через год станете собственником квартиры с прекрасным видом на Зеленый Луг. И, что немаловажно, в шаговой доступности от центра города. Дом находится в экологически чистом районе столицы на пересечении улиц Ярославского и Строда. Подойдет как для семейных, так и молодежи. Недалеко расположены школа, детский сад, фитнес-клуб, бизнес-центр. В 5 минутах учебные заведения, в том числе и Северо-Восточный федеральный университет. По традиции компания уделяет большое внимание внешнему виду дома и дизайнерским решением подъездов. Все у нас подъезды будут дизайнерские. Мы стараемся учесть все категории граждан, как от маленьких детей, так и до более возрастного поколения. Также мы особое внимание уделяем для людей с ограниченными возможностями. В каждом доме у нас пандусы есть. Помимо дома на Ярославского УТУМ Плюс продолжает реализацию квартиру в других строящихся объектах. Вторая очередь жилого комплекса «Гармония», дом на улице Автодорожная и жилой комплекс «Панорама» в самом центре Якутска. Сарглана Захарова, Джулус Иннокентьев, Якутск. Далее эфир нашего телеканала продолжит актуальное интервью. Оставайтесь с нами. Удачи вам.